Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Безопасность на дорогах остается одной из главных проблем как всей республики, так и столицы в частности. Сегодня на заседании профильной комиссии администрации Владикавказа озвучили основные статистические данные за прошлый год. Заметна положительная динамика, но цифры по-прежнему неутешительные. Православные празднуют День Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Молебен сегодня прошел в здании грузинской школы, одном из старейших сооружений республики. Поклониться святыне пришли сотни верующих. Семилетняя Вероника Хутиева покоряет одну вершину за другой. В середине января юная певица стала лучшей на конкурсе «Зажги свою звезду» в Кабардино-Балкарии. Впереди у девочки участие во втором сезоне проекта «Первый свет», который пройдет в феврале в Нальчике. Эти и другие темы далее подробно. 330 аварий произошло в 2014 году на дорогах Владикавказа. 26 человек погибли, более 400 были ранены. Такие данные озвучили сегодня на заседании профильной городской комиссии. Хуже всего ситуация складывается в Затеречном округе. Почти треть всех ДТП произошла именно там. Специалисты также сообщили о снижении детского травматизма, но при этом обращают внимание на рост количества аварий с участием нетрезвых водителей. Статистика также называет самые опасные часы. По подсчетам, большая часть ДТП происходит в период с 4 до 6 часов вечера, а затем с 8 вечера до полуночи. Самыми опасными днями же признаны понедельник, вторник и воскресенье. Главные причины аварий, по словам сотрудников ГИБДД, это превышение скорости и выезд на встречку. Члены комиссии также затронули тему нехватки светофоров. Неудовлетворительное содержание светофоров. Почему? Наш вопрос. Марат Иванович, есть руководители, которые отвечают. Ваня, пока нет гадил. Почему не удовлетворен? Я вам тогда писал, почему не работают? Мы все выделяем деньги. Почему не работают светофоры? И нечего новые делать, наведите порядок в старых. Еще одна из важных тем – нехватка парковочных мест. Количество машин постоянно растет. Уже сейчас официально зарегистрировано свыше 108 тысяч единиц транспорта. Автомобили зачастую оставляют на тротуарах. Особенно это касается узких улиц в центре города, как, например, Ленина. Проблему пытаются решить уже не первый год, но лучше ситуация не становится. Мэр призвал работать в этом направлении сообща. Один из вариантов – внедрение платных парковок. Первоначально данный вопрос будет использован именно в центральной части города исторической. Мы знаем, что там есть большое количество магазинов, торговых мест. И в связи с этим мы сталкиваемся с вопросом заторовой ситуации на улицах и города Владикавказ. Я думаю, при решении этого вопроса мы повлияем на разгрузку улиц от парковки транспорта. Из года в год проблемы на дорогах города и республики кардинально не меняются. Основными остаются нехватка светофоров и знаков, некачественное состояние разметки и самих дорог. На сегодняшнем совещании принято решение расширить в первом полугодии 2015 года улицы Барбашова и 50-летие Октября. Кроме того, планируется восстановить срезанные шипы на проспекте Мира. А возле лицея искусств и 5-й гимназии появятся лежачие полицейские. Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Православные празднуют День Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По этому случаю в одном из старейших зданий Владикавказа состоялся молебен. Возглавил его исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Балатаев. Звучали церковные песнопения на русском и грузинском языках. Дорогие о Христе! Поздравляем вас со святым праздником Святой Равноапостольной Нины. В нашем храме первая праздничная служба была на Рождество Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня же первый престольный праздник. Правда, мы литургию не совершаем, молебен, вот с чтением акафиста, но надеемся в скором времени молитвами наших прихожан, дорогих помощников, милостью Божией возвратить сей храм во славу Божию. История этого праздника уходит в далекое прошлое. Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина стала молиться Пресвятой Богородице. Царица Небесная вняла молитвам праведницы. Перед святыней вознесли молитвы около сотни верующих – мужчины, женщины, дети. В этом храме ощущаешь действительно присутствие равноапостольной нашей великой Нины.
Вот, и хочется очень много сказать доброго, светлого в отношении того, чтобы мы все постарались вот какую-то частичку внести в этот храм, поскольку старинный действительно храм очень намоленный, и хотелось бы нам всем, чтобы он восстановился, чтобы прихожане приходили, молились и действительно получали большую помощь. Грузинская школа, в которой сегодня прошел молебен, была образована во Владикавказе в конце 19 столетия. При ней же выстроили домовую церковь. В 30-е годы 20 века ее упразднили, но 5 лет назад церковь удалось вернуть. Теперь все верующие ратуют за восстановление храма. Сейчас здесь каждую субботу проходят службы. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Для 7-летней Вероники Хутиевой Новый год начался с побед. В середине января она приняла участие в международном конкурсе «Зажги свою звезду» в Кабардино-Балкарии. Более 600 участников со всей страны и заслуженное первое место с песней «Шаг вперед». Ее автор – мама девочки Лариса Хачирова. Я пойду с тобой, оставляя печаль между строчками. Ангел дарит с небес мне свою любовь, осыпает меня лепесточками. Она не по годам серьезно и ответственно относится к жизни. Хорошо учится, поет и любит рисовать. Самый строгий критик и друг – мама. Вместе репетируют и разучивают песни. Вся родня радуется успехам девочки, но особенно гордится победами папа. Но есть еще один важный человек в жизни Вероники. Это друг семьи Лали Ходонова. Именно она написала для девочки песню «Солнышко», с которой Вероника дебютировала на концерте народного артиста Северной Осетии Эдуарда Даурова. Песня передается из поколения в поколение. Дети, взрослые могут вместе спеть. Эта песня дает такую силу, такое чувство, собственно, достоинства. Такая семья бывает крепка. Переоценить трудно значение песни или что-то, да. Но когда в доме, особенно в семьях, есть дети, ими надо заниматься, потому что каждый ребенок уникален по-своему, каждый ребенок талантлив в какой-то своей области. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то танцует. Когда человек создает семью, там все должно уйти на другой план, второй план. Семья – это главное. И только заниматься в школе, чтобы на нас не останавливалась вот вся традиция, культура наша. Надо передавать и надо заниматься детьми. Позади участие в многочисленных фестивалях, благотворительных концертах. За неполный год Вероника стала обладателем всевозможных дипломов, грамот, кубков, благодарностей. Я приняла участие в проекте «Первый свет». Там были визажисты, стилисты. Много участников, гала-концерт. Моя мечта – попасть в «Голос». Сейчас Вероника готовится к участию во втором сезоне проекта «Первый свет», который пройдет в феврале в Нальчике. Мама уже написала новую песню на английском языке, а сделать оригинальную аранжировку помогает Илья Братчик. Для 7-летней певицы это еще один шаг вперед за своей мечтой. Металл – это сила и энергия, которая обеспечивает силу и уверенность в будущем. Выставочный проект «Мир металла» постарался объединить все характеристики и представить знакомые вещи в новом свете. Экспозиция порождает целое поле культурных и философских смыслов, связанных с этим элементом. Как говорят организаторы, «Мир металла» – это лишь стартовый проект будущего музея, который планируют открыть летом следующего года. Мы находимся сейчас в зале, который на сегодняшний день называется музейно-выставочный проект «Мир металлов». Проект этот стартовал в октябре прошлого года как зал для проведения выставок, презентаций, связанных с металлургией, с металлургическими профессиями. Но на самом деле проект, который мы задумывали, он немножко шире, чем просто металлургия. Это попытка рассказать людям о взаимосвязи человеческой цивилизации, человеческого творчества, всех основных этапов большого пути планеты нашей, технологического, исторического, связанного с металлом. Помимо презентации основной экспозиции, все желающие оценили и удивительные металлические работы художника Сергея Цахилова, а учащиеся профильных учреждений приняли участие в викторине, посвященной истории завода «Электроцинк». Завершилось мероприятие выступлением хора мальчиков, которые молодые исполнители приурочили к 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Рая Дзантьева, Елена Гаглоева, Заур Цеов, Осетия ТВ.